Родился Абдулазиз Мистоев в 1918 году. Призывался он Малгобекским районным военкоматом в 1939 году на службу в Приволжский военный округ. Туда отправился с паспортом своего старшего брата, поэтому во всех документах был записан как Багаудин. В Приволжье солдат работал водителем гусеничного тягача. Началась Великая Отечественная, его часть была переброшена в Белоруссию. В боях под Вязьмой Абдулазиз получил тяжелое ранение в голову и попал в плен, где находился до 1942 года. Там он был водителем немецкого полковника, захватив которого он и бежал к своим через линию фронта. Вообще-то сам немногословный был, но очень хорошо владел немецким языком. И по фотографиям, вот, и по некоторым там его скупым, так сказать, рассказам, не нам, конечно, а своим братьям там, и по этим данным фотографиям, так у нас сложилось впечатление, что он был водителем у посла СССР во Франции. А с 1942 по 1946 год до самой демобилизации ветеран служил в советском дипломатическом корпусе в швейцарском Берне. Как известно, Швейцария во время Второй мировой осталась нейтральной страной посреди воюющей Европы. В ней на законных основаниях работали дипмиссии враждующих стран. Чтобы узнать какие-то детали о службе отца за границей, Юсуп многократно ездил в российский МИД, но дипломаты не спешили делиться, видимо, засекреченными данными о работе своих атташе в Швейцарии. Мне так и не сказали, как он очутился в Швейцарии, во Франции, каким образом он там очутился, никаких данных нет. Единственное, мне сказали, там никто вам такую информацию не даст. Единственное, что знает семья, это то, что отец был в разведке, но какая это разведка, до сих пор неизвестна. Сам ветеран никому из родственников о своем боевом пути не рассказывал, но из писем и надписей на обороте фотографий известно, что он был знаком с генерал-майором авиации Вихаревым. Вот какую характеристику прислал на имя Мистоева сам Александр Вихарев. На протяжении с ноября 1944 года и весь 1945 год товарищ Мистоев проявлял себя безупречно выполняющим свои обязанности. Честный, скромный, трудолюбивый, постоянно держал машину в боевой готовности. Так было на всем протяжении работы во Франции и Швейцарии. Как водитель он был исключительно внимательным и выполнял обязанности в любое время суток и на любое расстояние. На одной из фотографий написано, что сделана она в 40-х годах в Берне, на улице Цветочной. Это та самая улица, где проходило действие известного фильма «17 мгновений весны», где профессор Плейшнер пришел на конспиративную квартиру, которую указывал ему небезызвестный Штирлиц. Вы придете на улицу под названием Цветочная. Вы должны пойти по четной стороне домов. И, проходя мимо дома номер 9, посмотреть на окно во втором этаже, слева от парадного. Цветочная, дом номер 9. Возможно, что здесь рядом находилось и то самое место, где во время войны бывал Абдулазиз Мистоев. В Краеведческом музее имени Тугана Мальсагова сведений о ветеране тоже немного. Здесь лишь фотографии, переданные родственниками, и небольшая информация о первых годах службы Мистоева. У нас в архиве хранится его папка, в папке хранятся только его письма, документы, фотографии. Медали, орденов у нас нету. Ветеран ушел из жизни в 1988-м, на 70-м году жизни, сохранив в секрете информацию о том, где находился в период Великой Отечественной войны и не сказав ни слова даже самым близким родственникам. Разведчик Абдулазиз Мистоев с честью выполнил долг солдата и по праву является одним из лиц победы. Дана Плиева, Лейла Гайсанова, Новости 24.